В связи с отменой права смены избирательного адреса формы номер 2 гражданам необходимо своевременно уточнить регистрационный учет, являющийся основой включения в списки избирателей по конкретному избирательному участку. В списке избирателей включаются граждане Кыргызской республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом и прошедшие биометрическую регистрацию в порядке, установленном законодательством Кыргызской республики. Допуск избирателя к процессу голосования возможен только при условии его идентификации по биометрическим и персональным данным путем сличения биометрических данных избирателя с имеющейся в компьютерной базе данных биометрической информации. По утверждению члена избирательной комиссии Акылбека Сариева, на сегодняшний день не было многочисленных обращений по поводу формы номер 2. По его словам, все избиратели с пониманием относятся к этому вопросу, но из-за отмены формы номер 2 граждан, которые могут проголосовать на выборах, будет меньше. Да, надо отметить, что законодательный орган исключил эту норму, потому что там времени не было на раздумье, может, на проработку каких-то вариантов. Но я думаю, что, возможно, вот после этих выборов законодатель еще вернутся к этому вопросу, может быть, какие-то дополнительные изменения несут. Но пока, я думаю, вот это требование должно быть исполнено всеми, и все мы должны отнестись к пониманию этого вопроса. По словам бывшего члена ЦИК Атыр Абдрахматовой, если говорить о том, что в стране есть единый государственный реестр населения и ГРН, если есть биометрическая идентификация, то нужно на каждый участок вешать все списки избирателей. То есть не нужно делить по 2,5 избирателей на каждый участок. И тогда не нужно будет дополнительных условий или барьеров для того, чтобы реализовать свое право. Я пришла, у меня прописка в Аше, я пришла в Бишкек и проголосовала. Все. И тогда мы исключаем карусель возможной, да, то есть то, что кто-то может голосовать 2-3 раза, никто до сих пор не подтвердил, не опровергнул, да, что это нету. Во-вторых, мы исключаем ограничение права на голосование, то что форму 2 исключили, да, и так далее. И самое главное, мы для наших мигрантов за рубежом исключаем вот это требование консульский учет, потом еще какие-то дополнительные бумаги таскать, да. Государство, мы уже живем в эпохе цифровизации. У нас есть единый список избирателей. Центральная избирательная комиссия, ГРЭС, видит каждое движение. Вот вы можете пойти, попросить, покажите, они видят каждое движение каждого гражданина. Сколько раз вы поставили, какой пальчик поставили, сколько раз попытались идентифицироваться там и так далее. Стоит отметить, форма номер 2 – заявление на смену избирательного участка, то есть на голосование не по месту жительства. Впервые ее применили на президентских выборах 2011 года для обеспечения избирательных прав граждан с учетом большой миграции. Использование формы номер 2 на прошедших парламентских выборах стало одной из причин, которые привели к политическим изменениям в Кыргызстане, поскольку именно с ее помощью увеличивали количество лояльных избирателей. В самом Кыргызстане она теперь не используется вообще, но за рубежом избиратели смогут ею воспользоваться. Азамат Кенжешев, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.